Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Хочешь мира – готовься к войне. Украинская армия проводит учения во Львове. Госдепартамент предлагает $3 миллиона за информацию, ведущую к аресту российского хакера. Крупные торговые центры в России решили заморозить цены на социально значимые продукты. Как обычно, начинаем с новостей из Праги. Шахида? Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Главной темой дня по-прежнему остается Украина. На фоне объявленного прекращения огня в некоторых районах востока страны так и не смолкают залпы орудий. Разговоры о предоставлении военной помощи Украине со стороны Запада идут уже несколько недель. И вот стало известно, что в подготовке украинских военных непосредственное участие примет Великобритания. А поставку оружия в Украину обсуждают в Объединенных Арабских Эмиратах. Подробнее в репортаже материалы Екатерины Кочкиной. После захвата Донецкого аэропорта сепаратистами Пески стали одной из ключевых позиций фронта. Поселок обороняют бойцы добровольческого полка «Правый сектор» и «Днепр-1». Несмотря на объявленное перемирие, мало кто из бойцов сомневается, что силы так называемой ДНР перейдут в наступление. Практически здесь нету перемирия, его и не было никогда. Потому что когда было первое перемирие, это было осенью. У нас было осенью за ночь 300. Так у нас соблюдается в Песках перемирие. Бойцы Днепра-1 говорят, что ждать экипировки приходится долго и жалуются на неповоротливость системы управления вооруженных сил Украины. Между тем, Великобритания пообещала отправить в Украину военных экспертов для повышения квалификации армии. В течение следующего месяца мы отправим туда специалистов, которые будут проводить обучение в области разведки, логистики и медицинской помощи. Также мы будем тренировать пехотинцев, чтобы повысить уровень вооруженных сил Украины. Великобритания поможет Украине специалистами, но вооружение не предоставит. Украинские власти утверждают, что им удалось добиться поставок вооружений из другого источника. Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты договорился с руководством страны о поставках оружия. Впрочем, многие эксперты считают, что армия больше нуждается в консультационных услугах. По моему мнению, и это мнение поддерживает ряд экспертов, Украина в приоритетах для поставок в Украине, оказания помощи Украине, именно вооружение не является потребностью номер один. Нужна поддержка построения эффективных систем управления, в том числе в армии. Нужна поддержка в целом в плане проведения реформ и вывода Украины из кризиса. Переговоры по урегулированию украинского кризиса продолжаются. Нормандская четверка призывает стороны конфликта соблюдать условия подписанного в Минске соглашения. Меж тем, стороны продолжают наращивать боевую мощь. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Ну а пока Украина ждет британских военных инструкторов, призывники, многие из которых представители мирных профессий, проходят военную подготовку с местными. На одном из украинских полигонов побывала журналист Галина Терещук. Месяц назад это были учителя-строители, экологи, электрики, люди мирных профессий. Сегодня это снайперы, танкисты, артиллеристы. Их средний возраст около 40 лет. Они идут защищать свою страну, несмотря на то, что большинство держали в руках автомат 20 лет назад, во время срочной службы в армии. В первую неделю самым сложным для них было адаптироваться к условиям, ведь здесь собрались люди из разных слоев, с разным уровнем образования. Обучают военному делу кадровые офицеры и бойцы, побывавшие в горячих точках. Я был в миротворческих миссиях в Ираке, Либерии, Африке. Мы здесь стали одной семьей. Каждый из нас из разных уголков Украины, каждый со своим интеллектом. Притираемся друг к другу. В воинские части после полигона отправляются новоиспеченные бойцы. Некоторые из них скоро окажутся в зоне конфликта на востоке страны. Страха нет. Страх – это когда сидишь дома и ждешь, что к тебе придет враг и постучит в дверь. О страхе надо забывать. Здесь я учусь стрелять, разбирать гранатомет, пулемет. Каждый день учишься чему-то новому. Галина Терещук для программы «Настоящее время», Львов.
Московский городской суд признал законным продление ареста украинской летчицы Надежды Савченко. Она обвиняется в причастности к гибели российских журналистов на востоке Украины. Савченко останется под стражей до 13 мая. О некоторых событиях, предшествовавших сегодняшнему заседанию Мосгорсуда, в репортаже нашего корреспондента Андрея Королева. Сегодня в соцсетях распространяются фотографии Надежды Савченко, запертой в клетке матросской тишины. Заключенная участвовала в заседании Мосгорсуда в режиме видеоконференции. На снимках хорошо видно, что узница, чья голодовка продолжается 74 дня, чувствует себя очень плохо. Накануне редакции «Новой газеты» был организован сбор подписей под письмом Владимиру Путину, в котором авторы призвали главу государства изменить ей меру пресечения. Во вторник письмо с более чем 11,5 тысячами подписей поступило в администрацию президента. Кроме Людмилы Улицкой, Мариты Чудаковой, Ирины Прохоровой, Ксении Собчак, Натальи Синдеевой, других известных женщин. Там еще Владимир Войнович, там Виктор Шендерович, Арина Гинзбург из Парижа вместе со своим сыном Александром. Цель этого письма – это не быть соучастником. Соучастником гибели Надежды Савченко уже на 73-м дне голодовки. Мне показалось, что ее состояние становится все хуже и хуже. И мне кажется, что она действительно реально может умереть. На этой неделе о состоянии Савченко говорили немецкие врачи, посетившие заключенную в СИЗО. По словам одного из докторов, состояние пациентки можно считать удовлетворительным. Сама же Савченко выступила с рукописным обращением к участникам намеченного на 1 марта марша «Весна». Людям. Несказанно благодарю вас за всю поддержку и рьяную борьбу, которую вы за меня ведете. Я в самых смелых своих мыслях не могла на такую борьбу рассчитывать. Я тоже борюсь, я не сдаюсь, я не сломлюсь, потому что борюсь не только за себя, а против системы, которая калечит и убивает только тех, кто ее боится, и пасует перед теми, кто не испугался. Андрей Королев, «В настоящее время», Москва. Тему войны и прав человека продолжат мои американские коллеги. Наташа. Спасибо, Шахида. Правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала ежегодный доклад по правам человека. Тенденции неутешительные. Число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире достигло 50 миллионов человек. Рекордные отметки со времен Второй мировой войны. Международная амнистия призвала 5 постоянных членов Совета безопасности ООН, в том числе Россию, отказаться от права вето в случаях, которые касаются массовых зверств. Наш корреспондент Данила Гальперович взял по телефону комментарий у Анны Нейстад, старшего директора организации по исследованиям. Еще один момент, который мы отмечаем, конечно, в докладе относительно России, это продолжающиеся пытки, незаконное место ведения следствия. Эта проблема, мне сложно сказать, ухудшилась она или нет, и, по крайней мере, ситуация точно не улучшилась, и продолжающаяся безнаказанность. То есть все попытки привлечь к ответственности виновных сотрудников правоохранительных органов, получить компенсацию для жертв, не приводят практически ни к чему, а те организации, которые занимаются защитой прав жертв, например, пыток, подвергаются дополнительным преследованиям. Госсекретарь США Джон Керри выступал вчера в Сенатском комитете по ассигнованиям, где один из сенаторов задал ему вопрос: согласны ли вы с тем, что когда Россия говорит, что в Украине нет российского оружия и военных, она лжет? Ответ Керри – да. Россия вступила в достаточно примечательный период ведения наиболее неприкрытой и масштабной пропаганды со времен пика Холодной войны. Они настойчиво предоставляют недостоверные сведения, или ложь, называйте как хотите, о своих действиях, мне в лицо и другим, в самых разных ситуациях. Члены комитета, как республиканцы, так и демократы, призвали администрацию Обамы предоставить Украине оборонительное оружие. Керри заявил, что целью США является добиться деэскалации ситуации. Публикация «Новой газетой» плана отторжения России ряда территорий Украины, который, как утверждают журналисты, был составлен в период президентства Виктора Януковича, активно обсуждается в соцсетях. Журналист Мирослава Пеца в Твиттере: большое спасибо «Новой газете» за публикацию слитых документов Кремля об Украине, героический поступок в практически стерильном медийном ландшафте. И вот Тим Уайт из Великобритании тоже в Твиттере: полное уважение к «Новой газете» за то, что они буквально рискуют своей жизнью, освещая истории, где Путин выглядит негативно. Чего рассчитывала добиться «Новая газета», опубликовав этот материал? Шеф-редактор газеты Сергей Соколов поговорил с нашим корреспондентом Фатимой Тлесовой. Я просто понимаю, что когда настало время действительно серьезных переговоров по поводу мира, урегулирования украинского конфликта, было бы правильным
чтобы все участники конфликта понимали истинные намерения или те намерения, которые были у всех сторон этих переговоров. Только имея осведомленность об этом, можно выстраивать какой-то каркас нового прочного мира. Я думаю, что сейчас самое главное именно это. И, соответственно, я предполагаю, что если наша публикация поможет участникам переговоров лучше друг друга услышать и понять, то, быть может, это и приведет к какому-то решению, к какому-то выходу из украинского тупика. Повлияет ли данная информация на позицию США по этому вопросу? Комментарий политолога Мэтью Рожанского, директора Вашингтонского института Кеннона. В том положении, я думаю, что американская сторона, может быть, включая Белый дом, может быть, нет, уже убежден, что Россия всегда планировала такое нападение, такую гражданскую войну, как вы хотите назвать то, что происходит в Украине сейчас. Поэтому это не сильно будет менять понимание на американской стороне того, что случилось в Украине. Все равно это больше кусочек еще свидетельства, который как-то поддерживает позицию, который фактически уже занял Белый дом в переговорах с Москвой. Значит, обвинение, что вот это вы виноваты за все, что случилось в Украине. Даже если это не 100% правильно, это их позиция. А я думаю, что это самые новости будут усилить такую позицию. У нас в студии главный редактор крупнейшего новостного интернет-ресурса Литвы «Дельфи», партнеров настоящего времени, Моника Горбачевская-Будрена. Здравствуйте, Моника. Вообще, ваша редакция находится в Вильнюсе, не в России, но, тем не менее, в январе у вас был инцидент, когда вам пришлось эвакуировать сотрудников в связи с угрозой, с подозрительным письмом. Это вообще такой единичный инцидент? Такого нам еще не пришлось с таким сталкиваться. И угрозы мы получаем, бывает, что получаем, но порошок еще нам никто не прислал. Это был первый раз. А что вы сделали в этой связи? То есть как-то изменилась ваша рутина в редакции? Да, конечно. Нам пришлось эвакуировать весь офис на весь день. И хорошо, что не было очень каких-то больших происшествий. Но мы поняли, что без офиса можно работать, но тяжело. Тяжело, потому что очень почувствовалось на видео департамент, что нам надо большие компьютеры, такие powerful. И уже нам уже вечером было тяжело, мы уже хотели обратно в офис. А как вообще вы бы оценили настроение среди русскоязычного населения Литвы в эти дни, когда в связи с такой напряженной обстановкой в Украине? Я думаю, они нормальные, но недавно здесь был одна компания сделала опрос, который показал, что пропаганда, она влияет, она работает. Они спросили, как люди оценивают происшествия в Украине и кто, по их мнению, виноват в этом. И те, которые сказали, что они смотрят российские ТВ-каналы, они думают, что это Украина виновата в конфликте, а те, которые смотрят литовские каналы, что наоборот, это Россия. Я думаю, что это очень интересный опрос, который показывает прямую связь с пропагандой. А насколько вам сложно работать, например, в Украине и в России? Можете ли вы посылать туда журналистов беспрепятственно или все-таки это сложно? Мы посылаем, у нас есть партнеры тоже, мы работаем, но нам надо очень осторожно смотреть, какая информация нам приходит, что мы выбираем. Это было, может, тяжело по первым месяцам конфликта, а сейчас мы уже отобрали эти источники информации, уже ошибок не делаем. Спасибо большое. У нас в студии была главный редактор портала «Дельфи» Моника Горбачевская-Будрена. Тему Литвы продолжат наши коллеги в Праге. Шахида? Спасибо, Наташа. В Литве развернулась широкая дискуссия относительно возврата обязательной военной службы. Президент Литвы Далия Грибаускайте заявила, что это решение было принято в связи с изменением геополитической ситуации, в частности, с событиями в Украине. А что об этом думают эксперты и рядовые граждане? Об этом в репортаже Александра Зубрякова из Вильнюса.
Жители Литвы не остались равнодушными к заявлению президента Дали Грибаускайте о возвращении обязательной воинской повинности. Молодые люди, опрошенные на улицах Вильнюса, считают, что реальной угрозы от России в настоящее время нет. Но если что, они будут готовы защищать свою родину. Угрозы нет, полезных ископаемых тут тоже нет. Так зачем мы русским нужны? Вообще, это выбор каждого человека. Насильственным путем нельзя. Ну, если это будет защищать Литву, то, конечно, это нужно. Но это должно приниматься вместе с людьми, на уровне, я считаю, референдума. Решение правильное, и давно его нужно было принять, то есть не нужно было вообще отказываться от армии призывников. Бывший глава Минобороны Аудрис Буткевичус, руководивший системой обороны страны сразу после восстановления независимости, считает, что молодежи нужно объяснять о необходимости защищать родину от агрессии извне. По словам Буткевичуса, молодые люди никогда не видели настоящей войны, потому что родились уже в независимом государстве. Наши партнеры в Великобритании говорят, что в течение 2 лет страны Балтии тоже могут стать объектом атаки. Она будет похожа на ту, которую мы сегодня наблюдаем в Украине. Например, война может проводиться под прикрытием различных общественных организаций. Хорошо подготовленные военные силы могут вести свою деструктивную деятельность в Литве. Глава литовской армии Йонас Витауtas Žukas на брифинге накануне заявил, что обязательная военная служба затронет около 3000 молодых литовцев в возрасте от 19 до 26 лет ежегодно. Некоторые военные эксперты раскритиковали такие планы, заявив, что большее число резервистов все равно несравнимо с хоть и небольшой группой профессиональных солдат. Александр Зубряков, «Настоящее время», из Вильнюса. Соседняя с Литвой Латвия также обеспокоена вероятностью агрессии со стороны России. В эксклюзивном интервью нашей программе высокопоставленный представитель этой страны Валдис Домбровскис призвал все страны Балтии увеличить свой военный бюджет. Это заявление вице-председатель Еврокомиссии сделал в интервью моей коллеге Жанне Беспечук. В Латвии, в странах Балтии в целом события на Украине вызывают очень большую озабоченность. Это показывает, что, в принципе, Россия проводит политику агрессии против соседних государств. Это касается не только Украины. Несколько лет назад мы то же самое видели в Грузии. И, конечно, это вызывает очень большую озабоченность. Как непосредственно Латвия реагирует? Что можно наблюдать? Может быть, мобилизация добровольная имеет место быть в вашей стране? Какая реакция общества, военных? Мы более тесно сотрудничаем с НАТО. НАТО увеличивает свое присутствие, в том числе военное присутствие в странах Балтии. И, конечно, сами страны Балтии и другие страны должны думать также о увеличении бюджетов на оборону, на укрепление своей оборонной способности. Военная тема стала одной из главных в преддверии парламентских выборов в Эстонии. Выборы пройдут в воскресенье. И самый обсуждаемый вопрос накануне – это безопасность и укрепление связей с НАТО. По прогнозам, у власти останется партия реформ, которая сформирует прозападную коалицию. Подробности в репортаже Рейтер. Во дворе обычной школы в Таллине стоит БТР. Машину с большим интересом изучают мальчишки. Другие ребята в это время в классах с удовольствием целятся из стрелкового оружия. Эти занятия устроили члены эстонской военизированной организации «Союз обороны». Обстановка в мире сейчас очень напряженная, так что нужно проводить подготовку, ведь мы не знаем, что произойдет на Украине. Но главное, что нужно быть всегда готовым. Эстония в последние месяцы обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. Наряду с другими балтийскими странами она резко осудила присоединение Крыма. Таллин называет действия России агрессией и призывает западные страны единым фронтом противостоять Москве. Вопрос о безопасности стал главным в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в это воскресенье. По прогнозам, большинство голосов наберет партия реформ. Ее лидер – нынешний премьер Таави Рейвас, сторонник укрепления связей с НАТО. Именно он, скорее всего, и будет формировать следующее коалиционное правительство. От военных тем к технологическому криминалу. Наташа, слово вам. Госдепартамент США предлагает вознаграждение в размере $3 миллионов за информацию, ведущую к аресту российского хакера Евгения Михайловича Богачева. Подробнее в репортаже Алексея Березина.
Российский хакер Евгений Михайлович Богачев возглавил список ФБР самых разыскиваемых киберпреступников. Американские власти подозревают Богачева в вымогательстве, отмывании денег и заражении более миллиона компьютеров вредоносным программным обеспечением для получения данных для доступа к банковским счетам. Преступная организация, администратором которой он являлся, похитила только в Соединенных Штатах в районе $100 миллионов и заразила своим вредоносным вирусом под кличкой Zeus, то есть Зевс, примерно 1 миллион компьютеров. Это не самое большое по масштабам компьютерное мошенничество, но вполне респектабельное по объему. ФБР ведет расследование этого дела с лета 2009 года. В 2012 году Богачеву было предъявлено обвинение под его псевдонимом Lucky 12345, а в 2014 году следователям удалось связать псевдоним с реальным человеком. Именно тогда против Богачева были выдвинуты официальные обвинения. За информацию, которая приведет к аресту Богачева, американские власти объявили награду в $3 миллиона. Мы не должны позволять границам между странами скрывать преступников от правосудия. С ростом угрозы киберпреступности все больше стран вступает в борьбу с этим видом правонарушений, а количество стран, где раньше преступники могли укрываться, уменьшается и будет уменьшаться. Техасский суд приговорил к пожизненному заключению убийцу Криса Кайла, американского снайпера. Кайла и его друга Чада Литлфилда застрелил на полигоне Эдди Рэй Раут. На основе автобиографии Кайла был снят фильм «Американский снайпер». Он был номинирован на кинопремию «Оскар» в 6 категориях, но получил в воскресенье всего одну статуэтку за лучший звук. Но в прокате сборы за картину составили свыше $400 миллионов. Теперь перейдем к экономике. Вновь возвращаемся в Прагу. Насколько я понимаю, в России решили заморозить цены на продукты. Да, Наташа, финансовые аналитики предсказывают рост инфляции в России. А представители крупнейших торговых сетей России договорились заморозить цены на продукты питания первой необходимости. Однако точного списка этих товаров до сих пор никто не составил. Подробности в материале моего коллеги Александра Касаткина. Сети будут самостоятельно формировать корзину, исходя из списка социально значимых товаров. К ним относятся 20 продуктов, в том числе мясо, молоко и картофель. Необходимые для нас, для всех, молочно-кислые продукты. Особенно, когда постарше, рыба очень важна. Периодически и мясо. Добавка вот с 1 февраля у меня это 626 рублей. Это ничто в наше время. В понедельник появились сообщения, что президент России Владимир Путин поручил правительству создать сеть государственных аптек и ввести мониторинг розничных цен на лекарства. В итоге несколько крупнейших российских аптечных сетей объявили о заморозке цен на весь перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Принесет ли это какой-то ощутимый результат для населения? Какой-то результат заметно, безусловно, принесет. Но если говорить в целом об оценках экспертов, какими им видятся эти результаты, то это, возможно, дополнительные 0,5% пункта или 1 целый процентный пункт минус к той инфляции, которая ожидается. То, конечно, минус 1 процентный пункт – это заметно, это хорошо, это лучше, чем он будет в плюсе, но, тем не менее, разница, конечно, будет, к сожалению, невеликой. И тем более, что меры, о которых идет речь, они же не постоянные. Сергей, скажите, каковы ожидания вообще от инфляции в целом по предстоящему году, 2015? Если же говорить об оценках независимых экспертов, то они ожидают скорее пика на уровне примерно 18-19, а может быть даже чуть выше процент, примерно к середине года, то есть к концу первого полугодия или там к началу второго полугодия. А дальше практически все ожидают замедления темпов роста, вызванных уже объективными причинами. Прежде всего такими, как общее замедление потребительского спроса в стране на фоне падения реальных доходов населения, прежде всего. Через 2 месяца торговым сетям, скорее всего, придется пересмотреть свои цены. Александр Касаткин. Настоящее время. Старые традиции на новой земле. Мои коллеги в Америке побеседовали с представителями российской аристократии. Да, Шахида, наш герой парадоксален. Считает себя русским французом, но при этом одним из первых американцев получил национальную премию Эмми в Вашингтоне. Граф Владимир Толстой-Милославский встретился с нашим корреспондентом Ануш Аветисян. В его роду известные всем русским фамилии. Писатель Лев Толстой. Наместник Сибири Иван Милославский. Декабрист князь Сергей Волконский. Княгиня Волконская, последовавшая за ним в ссылку. Yes. Let's go home, huh?
Он считает себя русским французом, хотя более 50 лет живет в США. Владимир Сергеевич Толстой Милославский. Его дед – товарищ председателя последней Государственной Думы в 1915 году. Отец – офицер Белой армии. Родился он в семье иммигрантов первой волны в Ницце, жил в Париже, учился в духовной академии. Владимир Сергеевич закончил университет в США, преподавал, а русскому языку его учила няня. Когда бежали из России, с собой взяли няню свою, настоящую такую пушкинскую няню, которая меня воспитывала, в общем, и благодаря ей я еще говорю по-русски. Он один из тех, с чьей помощью в Вашингтоне строился собор Святого Николая. Нужно обязательно иметь угол, русский уголок. И русский уголок нельзя было иметь без того, чтобы русской земли не было. И долго ждали, но когда отец привезли, немного, и вот в фундаменте нашей колокольни русская земля. Его жизнь была полна самых необыкновенных встреч и впечатлений. Например, он сопровождал Хрущева на первой американской выставке в СССР в Сокольниках. Я когда попал в Россию, я себя чувствовал совершенно дома. Решил спросить знатного священника. Я хотел вот здесь остаться, ему помочь церкви, если я мог бы. Он мне ответил, я не могу забыть это. Если вы готовы на мучение, оставайтесь. Но если вы не готовы на это, я не рекомендую вам здесь оставаться. Но, конечно, по своей слабости я поехал обратно в Америку. Вся жизнь профессора Толстого посвящена изучению России и сближению культур. В 1958 году из рук Ричарда Никсона он, первый русский и один из первых американцев, получил премию Эмми за курс лекций по телевидению о России. И сегодня, в свои 88 лет, граф Толстой активно участвует в культурной жизни американской столицы. Вместе с князем Оболенским более 30 лет проводили благотворительные балы, вырученные средства от которых переправлялись в Россию. Но главным для него остается церковная жизнь. Он содействовал проведению росписи храма русскими иконописцами. Вот еще хочу до своей смерти еще постараться позолотить все купола. Позолотить купола пока это только мечта. Но, как всякий русский, он знает, что купола в России кроют чистым золотом. Чтобы чаще Господь замечал. Ануша Витисян, Сергей Москалев для программы «Настоящее время», Вашингтон. Травля в школе – серьезная проблема во многих странах мира. В одной из школ Мэриленда об этом не только говорят, но и снимают фильмы. Об этом наш репортаж. Аня Мудрякова, Савана Сусар и Даян Тре – лучшие подруги. В этом году они начали работать над совместным проектом. Девушки готовят документальный фильм, у которого еще пока нет названия. Оно будет либо «Мучители мучают себя», либо «Быть своим союзником». Аня снимает и монтирует. Она надеется, что их работа привлечет внимание к проблеме издевательств над одноклассниками. Подростки находят все новые способы травли, которые позволяют им избежать наказания, и это сильно ухудшает ситуацию. Аня снимает видео и публикует их в Ютубе с 10 лет. Из-за этих работ над ней издевались сверстники в школе. Мне постоянно говорили гадости: твои видео глупые, ты такая странная, почему ты их делаешь? Но перейдя в старший класс, я начала спокойно относиться ко всему этому. Ее хобби начало приносить плоды. Школа, где училась Аня, выбрала ее работу для участия в конкурсе в рамках глобальной кампании против травли в школах. Фильм под названием «One» вышел в финал. В фильме рассказывается о переживаниях жертвы травли. Главную роль сыграла Даян. Против этой девушки абсолютно все. У нее вообще нет поддержки. Но если бы можно было повернуть время вспять и помочь ей, она бы не покончила жизнь самоубийством. Главный посыл фильма «One» — даже один человек может все изменить. Савана, пережившая травлю в школе, отмечает, что подобная агрессия — большая проблема, особенно среди девочек. Я даже не знаю почему, но девочки ужасны. Они травят других девочек, говорят гадости об одежде, прическе. Поводы самые разные, и это доводит некоторых до депрессии. По мнению преподавателя Мэтью Парсонса, издевательство в школе – проблема для учителей во всех странах.
Я думаю, корень проблемы кроется в социальной динамике подростков. Где бы вы ни были, в какой бы культуре вы ни жили, вы всегда столкнетесь с ней. Авторы фильма надеются, что их работа сможет повлиять на ситуацию в школах. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.